Здравствуйте, я рада приветствовать вас в эфире информационно-аналитической программы «События недели». Сегодня мы расскажем о самых значимых новостях последних дней и более подробно обсудим итоги заседания Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, которая состоялась в пятницу 29 апреля. Эту тему мы позже обсудим с нашим гостем в студии. А сейчас Эрик Хажба представит наиболее важные события недели. 25 апреля черкесы всего мира отпраздновали 186-летие адыгского флага. Адыгская общественность Абхазии впервые отметила этот день в Сухуми. Организовали праздник потомки черкесских иммигрантов, репатрианты из Сирии и Турции при поддержке общественной организации «Адыга-Хасы» в Абхазии. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику в парке боевой славы, а продолжилось в музее боевой славы имени Ардзенба. Среди гостей представители республик Северного Кавказа, руководство страны, репатрианты. Мероприятие завершилось шествием с абхазским и адыгским флагами по набережной от музея боевой славы до памятника Махаджирам. В связи с инцидентом на международной туристической выставке в городе Будва в Черногории МИД Абхазии выступила с заявлением, в котором категорически осудил действия Грузии, направленные на международную изоляцию нашей страны. Торгово-промышленная палата Абхазии принимала участие в выставке в Черногории. К концу второго выставочного дня представители силовых структур по указанию МИД Черногории попросили абхазскую делегацию покинуть выставочный комплекс. При этом они ссылались на протест Грузии по поводу участия Абхазии в выставке как независимого государства. МИД Абхазии заявил, что провокационные действия Грузии не останутся без реагирования и не могут не повлиять на процесс возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. В Сухуми по инициативе Государственного комитета по репатриации прошла первая абхазо-российско-турецкая встреча. Ее участники обсудили пути преодоления кризиса во взаимоотношениях между Россией и Турцией. В негативном сценарии развития событий между этими странами заинтересованы третьи силы, и нужно предпринять все возможное для восстановления хороших отношений, подчеркивали участники круглого стола. Они отметили, что Абхазия может стать полезной дискуссионной площадкой, где будут вырабатываться конкретные механизмы по восстановлению российско-турецких отношений. В ходе встречи были предложены практические шаги в этом направлении. Участники трехсторонней встречи договорились совместно выработать повестку дня следующей встречи. Сотрудники Черноморэнерго проводят в Гагре работу по строительству новой линии электропередачи пропускной способностью до 7 мегаватт. Она будет обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии в одном из самых крупных районов города. Работы по увеличению мощностей были начаты в марте этого года. Специалисты Черноморэнерго уже практически завершили самую трудоемкую и сложную часть строительства – возведение железобетонных опор. Общая протяженность новой линии составит 1750 метров. На ее проведение было выделено около 10 миллионов рублей из резервного фонда президента. Абхазия и Королевство Бахрейн намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции в Торгово-промышленной палате Абхазии. Руководители организации проинформировали о визите делегации ТПП республики в эту страну. Коллеги из ТПП Бахрейна проявили оживленный интерес к Абхазии, ее потенциалу и возможностям сотрудничества. Осенью ожидается ответный визит делегации Бахрейна в нашу страну. Планируется подписание меморандума о взаимном сотрудничестве между торговыми палатами двух стран. Продолжается паломнический тур по святым местам христиан Абхазии. В Великий вторник, 26 апреля, абхазские паломники омылись в священной реке Иордан. В четверг, 28 апреля, патриарх Иерусалимский Феофил III провел аудиенцию с паломниками Абхазии. Епископ Иерусалимский православной церкви сказал, что рад видеть у себя в гостях пилигримов из Абхазии. Представители абхазской делегации попросили святейшего патриарха помолиться за абхазскую землю, за народ Абхазии. Рассказали о нашей стране и о наших святынях. Настоятель храма Илии Пророка в поселке Агудзера иерей Далмат передал в дар патриарху памятные монеты с изображением 7 храмов Абхазии периода с 6 по 9 века, а депутат Харазия монету с изображением храма святого апостола Симона Канонита. Патриарх Иерусалимский Феофил III по окончании аудиенции поблагодарил всех и подарил каждому паломнику по иконе Божией Матери, а иерею Далмату крест. 29 апреля абхазские паломники в Иерусалиме прошли крестным ходом от Притории до Голгофы с иконами великомученика Евстафия Апсильского и апостола Симона Канонита. Паломники прошли тем же крестным путем, что в свое время прошел Иисус Христос в Голгофе. Они приложили святую икону к месту, где был распят Христос, поклонились у гроба Господня, совершили молебен на абхазском языке вместе с иереем Далматом. В селе Лохадзе Гагрского района восстанавливается спортивная база «Динамо». Спонсирует строительные работы наш соотечественник Александр Токарев. В дальнейшем в комплексе планируется открытие секций по 16 видам спорта. Первый вице-премьер правительства Шамиль Аценба ознакомился с ходом строительных работ.
Премьер-министр Артур Микваби совершил рабочую поездку в Гудрипский район. В селе Кацикет он ознакомился с ходом работ по возведению противопаводковых сооружений на реке Кадор. В поездке Артура Микваби сопровождал глава Гудрипского района Аслан Барателья. Чтобы защитить от наводнения дома и землевладения, расположенные в зоне риска затопления, специалисты компании «Нерод Инвест» соорудили 6-метровую насыпь. Это одно из 3 защитных сооружений, призванных остановить разлив реки. Сметная стоимость выполненных работ более 30 миллионов рублей. Кадор – это река горная, Кадор – это непредсказуемая зачастую, но вместе с тем, конечно, мы хотим так, чтобы люди, живущие здесь, не получили никакого ущерба. В том числе не только, чтобы это в домах половодья разлились, но все, что будет сеять, все, что будет сажать, чтобы у нас этого не было. Это надо все время контролировать, все время делать. Благодаря компании «Нерод Инвест» они вовремя это сделали. Мы их начали финансировать. В итоге вы видите. Блок оппозиционных сил Абхазии провел в Сухуми встречу, на которой обсуждалась общественно-политическая ситуация в стране. В мероприятии приняли участие представители различных политических партий и движений. Главная цель встречи – проинформировать общество о готовящемся референдуме. Руководитель инициативной группы по его проведению Даур Таня сообщил о том, что собрано 21 тысяча подписей в поддержку референдума, но в ЦИК после ревизии подписных листов было передано 19 тысяч. Поводов для референдума много, считают оппозиционеры. По их мнению, власть не выполнила предвыборные обещания. В стране много нерешенных социальных проблем, а нынешняя команда не способна эффективно управлять государством. Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия представило концепцию развития культуры Абхазии. По словам министра Эльвиры Арсалия, данная концепция будет проводить политику в области культуры таким образом, чтобы в ней работа по сохранению традиционных культурных ценностей, продвижению историко-культурного наследия сочеталась с развитием современных актуальных культурных тенденций. В представленном проекте сформулированы цели, приоритеты и задачи развития культуры страны. 8 мая исполняется 75 лет со дня рождения видного ученого-кавказоведа, государственного и общественного деятеля Абхазии Юрия Воронова. Студенческое научное сообщество исторического факультета АГУ организовало 2-дневную научную конференцию, посвященную этой дате. 28 апреля с докладами на ней выступили студенты различных факультетов университета. Они рассказали о выдающейся роли, которую Воронов сыграл в жизни Абхазии, в развитии науки и культуры нашей страны, в национальном движении и в строительстве независимой республики. Администрация Ткварчалского района планирует облагородить улицу имени Владислава Арзенба в Ткварчале. Здесь необходимо отремонтировать тротуары и провести освещение. Власти также были намерены вырубить многолетние деревья. Однако сейчас работы на время приостановлены. Нет разрешения экологов. Между тем существует проблема. Корни деревьев распространяются по поверхности земли, разрушая асфальтовое покрытие. Они проникают в канализационные колодцы и засоряют их. По словам главы администрации Ткварчалского района Аида Чачхаля, план по благоустройству этого участка был подготовлен по рекомендациям экологов. Представители экологической службы приезжали несколько месяцев назад, чтобы ознакомиться с ситуацией, и тогда ими было принято решение вырубить часть насаждений. Однако сейчас, по словам Аида Чачхаля, это решение было изменено. В пятницу 29 апреля состоялось заседание Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Абхазскую и российскую делегации возглавили соответственно премьер-министр Республики Артур Микваби и зампредседателя правительства России Александр Хлопонин. В повестку дня заседания вынесены вопросы предоставления в текущем году Российской Федерации финансовой помощи на социально-экономическое развитие Республики Абхазия и реализацию инвестиционной программы до 2017 года. Президент Рауль Хаджимба принял Александра Хлопонина, возглавляющего российскую часть межправительственной комиссии. На встрече обсуждались вопросы социально-экономического сотрудничества между Абхазией и Россией. У нас сложились очень и деловые, и дружеские отношения, которые позволят намного, еще больше расширить формат наших вот этих встреч, дальнейших работ. Несомненно, это полезно, особенно для нас, для абхазской стороны. Но те объемы финансовой помощи, мы все время говорим, создали возможности для того, чтобы Абхазия была бы совершенно другой. Но и в то же время мы говорим, российская помощь не будет бесконечной. Нам надо научиться тоже зарабатывать самим. В пансионате Мюсера завершилась школа общественно-политического актива АПЭЗа, проводившаяся с целью повышения квалификации лидеров из молодежной среды в сфере общественно-политической работы. Работа шла 5 дней. В результате было создано 8 проектов, в презентации которых принял участие президент Рауль Хаджимба.
Глава государства поблагодарил организаторов за осуществление данного проекта. При этом он отметил, что основная задача государства – это обучение и поддержка талантливой молодежи. Это были наиболее значимые события недели. А теперь обратимся к главной теме нашей программы. В пятницу, 29 апреля, состоялось заседание Межправкомиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией. В повестку дня заседания были вынесены вопросы предоставления в текущем году Российской Федерацией финансовой помощи на социально-экономическое развитие Абхазии и реализацию инвестиционной программы до 2017 года. Какие договоренности были достигнуты на заседании Межправкомиссии, мы обсудим с нашим гостем в студии, заместителем министра экономики Абхазии Баталом Тарба. Здравствуйте, Батал Джамалович. Добрый день. Батал Джамалович, перед тем, как мы начнем с вами нашу беседу, я бы хотела, чтобы мы с вами посмотрели сюжет о том, как работала Межправкомиссия всю пятницу. Пожалуйста. Перед началом заседания Межправкомиссии премьер-министр Абхазии Артур Миквабия и заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин отправились в Абхазский государственный университет, чтобы оценить темпы и качество ремонтно-восстановительных работ главного вуза страны. Хлопонину показали отремонтированный конференц-зал и университетскую библиотеку, где полным ходом идут строительные работы. Александр Хлопонин обсудил со студентами проблемы университета. В частности, студенты посетовали на отсутствие в вузе кабинета химии, а также студенческого общежития. На ремонт АГУ из инвестпрограммы выделено более 700 миллионов рублей, освоено 565 миллионов. Реконструкция этого объекта началась в 2010 году. Заместитель председателя правительства России сказал журналистам, что ремонтно-восстановительные работы АГУ будут завершены в срок. Я не профессиональный строитель. До этого сюда приезжали профессиональные строители, и потом мне докладывали, и мы разговаривали с председателем правительства. Все, что у нас в планах стоит по графику, все будет построено в срок. Другое дело, что то, что я сейчас вижу, почему я хотел сюда приехать, что действительно надо задуматься о том, что нужен нормальный спортзал, что по большому счету здесь надо выстраивать нормальный кампус. По большому счету и подъезд должен быть здесь хороший. Затем Александра Хлопонина принял президент Рауль Хаджимба. Заместитель председателя правительства России поделился своими впечатлениями от общения с молодежью. Российская сторона занимается выполнением поручений, достигнутых на встрече президентов России и Абхазии, сказал Хлопонин. Российская финансовая помощь дает возможность развиваться республике, но в то же время мы понимаем, что российская помощь не бесконечна. Мы хотим учиться зарабатывать самостоятельно, сказал Рауль Хаджимба. Пленарное заседание межправительственной комиссии началось к 8 вечера. В 2016 году объем российской финансовой помощи составит 7 миллиардов 767 миллионов рублей. Реализация инвестиционной программы идет по графику и в полном объеме. В развитии российско-абхазского договора активно идет работа над отраслевыми соглашениями. Этот процесс, который сейчас у нас идет, даст возможность нашему народу раскрыть его потенциал еще больше. В 2016 году предусмотрено представление из федерального бюджета финансовой помощи в объеме 7 миллиардов 767 миллионов рублей. Актуальным на сегодняшний день остается вопрос внедрения в Республике Абхазия системы казначейского исполнения бюджета. Мы сегодня с Артуром посмотрели казначейство. Очень приятно, на самом деле это абсолютно современная история 21 века. Я вас поздравляю. Также у нас продолжается разработка проектов соглашений, которые предусмотрено договором между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве и стратегическом партнерстве. Федеральными органами исполнительной власти уже подготовлено 14 проектов документов, 7 из которых уже подписаны. Это и соглашение о повышении заработной платы основной категории работников бюджетных учреждений, соглашение о пенсионном обеспечении, план по сближению бюджетного законодательства, план реализации комплекса мероприятий по гармонизации законодательства в области таможенного дела Республики Абхазия с соответствующими законодательствами Российского экономического союза, план мероприятий о сотрудничестве по развитию системы образования Республики Абхазия и другие документы, касающиеся разных сфер нашего взаимодействия. После окончания пленарного заседания Абхазо-Российской межправительственной комиссии состоялась церемония подписания итогового протокола, а также протокола о внесении изменения в соглашение о режиме торговли товарами, датированное 2012 годом.
Артур Миквабя и Александр Хлопонин прокомментировали журналистам итоги заседания. Рассказали о том, сколько мероприятий предусмотрена инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию на 3 года, каков объем финансирования и какие объекты будут отремонтированы в текущем году. В настоящее время никаких проблем у нас по финансированию нет. Российская сторона все взятые обязательства по финансированию выполняет строго в соответствии с заключенными договорами. Задача максимум – это, безусловно, освоить все 4 миллиарда 700, почти 4 миллиарда 800 миллионов рублей. Но действительно очень непростая работа идет с подготовкой проектно-сметной документации. Это принципиальная задача, важнейшая составляющая принятия решения по выделению финансирования, это экспертиза и проектно-сметная документация. Вот на сегодняшний день у нас уже на сумму свыше 3 миллиардов рублей проектно-сметной документации, заключение экспертизы существует. Большое количество документов находится в работе и в ближайшее время будут готовы. По мере, собственно, поступления документов, все объекты в полном объеме будут финансированы, средства зарезервированы. На этом 12-е заседание межправительственной комиссии завершило свою работу. Елена Лолуа, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. Батал Джамалович, свою работу межправкомиссия начала с посещения университета. Это один из проектов инвестпрограммы. Скажите, пожалуйста, остались ли гости и хозяева довольны увиденным? И скажите, каковы вообще были предварительные итоги этой инвестпрограммы? Ну, что касается университета, то, значит, работы по его, так сказать, капитальному ремонту начались еще в 2010 году. И вот поэтапно в течение всего этого времени, значит, основной этап работ подходит к концу. Полное завершение цикла планируется на 2017 год. И, насколько я знаю, участники межправкомиссии остались довольно увиденным. Все те работы, которые были запланированы, они в срок выполняются качественно. И мы очень надеемся, что в 2017 году наши студенты и преподаватели будут работать в полностью готовом учебном заведении с хорошим ремонтом, с хорошими условиями. Вы можете сказать, какие конкретно работы там проводятся? Ну, там проводится ремонт аудиторий, там, значит, вот передняя часть тоже приводится в порядок, фасад, меняются окна, готовятся корпуса отдельные, там, ну, то есть полный комплекс. В принципе, мы рассчитываем, что будет такой очень хороший результат. Понятно. Это один из пунктов инвестпрограммы. Скажите, пожалуйста, что еще запланировано до 2017 года? Что предусматривает инвестпрограмма? Ну, как известно, программа предусмотрена на 3 года. Она началась еще в 2015 году, когда в основном готовилась проектно-сметная документация. И сейчас основной этап работы, конечно, 16-17 года. В 2016 году запланированы тоже широкий спектр по различным отраслям. 184 объекта запланировано на 2016 год. Значит, это в первую очередь автодорожная сеть. Практически по всем районам, городам Республики Абхазия будут ремонтироваться дороги местного значения. И также, что очень важно для нас, это республиканская трасса Сухум-Ачимчира. Этот участок тоже в 2016 году планируется к завершению. Уже там кое-какие работы начались. В принципе, все идет по графику. Тоже межправкомиссия оценила высоко, что здесь в этой сфере наши дорожники достаточно активно работают. Также тоже, что для нас очень важно, это энергетика. Тоже, значит, большой масштаб работ предусматривается. Это в первую очередь Гагарский район, потому что мы ожидаем, что, значит, с учетом курортного сезона и вообще большой загрузки Гагарского района и города Гагра в частности, там бывают перепады, перебои напряжения. Очень много жалоб было и в прошлом году, и до этого тоже на качество электроснабжения. Вот мы надеемся, что все эти мероприятия позволят, значит, получить хорошие итоги, и опять же нашим гражданам будет комфортнее вести бизнес, жить в Гагарском районе. Также планируются работы в Гулерипском, Гудаутском, Кварчалском и Ачимчирском районах, но они в основном связаны с заменой распредсетей. То есть, опять же, это тоже позволит более стабильное напряжение держать.
Следующий раздел – это водоснабжение. Ну, опять же, меняются трубы в городе Сухум и в районах, там идут масштабные работы. Также очень большое количество мероприятий предусмотрено в рамках ремонта многоквартирных домов. Это крыши, это подвалы, лифты. Там огромный перечень, сейчас я не готов озвучивать, но очень многие, я думаю, что результаты работы увидят, оценят своими глазами. Очень большое внимание уделяется, естественно, объектам социальной инфраструктуры, школы, дошкольные учреждения. На 2016 год запланировано, в частности, ремонты средней школы номер 3 в городе Сухум, школы в городе Гудаута, село Лыхны, село Тхина, в городе Очинчира, Пицунда и Новый Афон. То есть все планируется завершить. Ну, естественно, также университет, тоже еще большой цикл работ будет в 2016 году завершен. Здание Верховного суда, выставочный зал Союза художников, система обращения с отходами производства и потребления. Тоже у нас масштабный проект, мы планируем сделать так, чтобы, во-первых, упорядочить работу сбора отходов, их утилизации. И вот пока на первом этапе готовится концепция, по которой, наверное, в 2017 году уже начнем реализовывать мероприятие, тоже для нас очень важный и серьезный проект. Это касается, вот у нас есть полигон, так называемый, по утилизации мусора в районах. И сейчас рассматривается вопрос, чтобы их опять привести в порядок, сделать соответствующим всем нормам и требованиям. И там предлагаются разные варианты, вплоть до того, что там специальные новые контейнеры установить, чтобы как-то больше стимулировать и граждан, и предприятия к более бережливому отношению к отходам и их правильной утилизации и обработке. То есть это вот то, что вы перечислили, это входит в то число 350 объектов, да, о которых шла речь на межправкомиссии? Ну, я перечислил скорее разделы, и каждый раздел включает в себя, опять же, вот эти все объекты. В основном, я же говорю, это касается жилых домов, там их очень много, они по перечню идут. И вот в целом составляет, 350 мероприятий, объектов. То есть все они такой социальной направленности. Есть ли, допустим, проекты в сельском хозяйстве? Программа социально-экономического развития предусматривает в первую очередь, как я уже сказал, это все-таки восстановление объектов социальной, транспортной, энергетической инфраструктуры, то есть то, без чего дальнейшее развитие невозможно. Но вот в этой программе, опять же, было предусмотрено, вот, в частности, Министерство экономики очень активно над этим сейчас работает. Это так называемое финансирование инвестпроектов за счет российской финансовой помощи. Мы сейчас, опять же, согласовываем там порядок. Я пока не готов озвучивать какие-то конкретные цифры или данные, но очень рассчитываем, что удастся поддержать в первую очередь туристическую отрасль, сельское хозяйство, производство и вот такие основные интересующие нас отрасля финансовой помощью и какими-то иными формами, которые мы с нашими российскими коллегами согласуем. Насколько вовремя поступают деньги? Нет ли проблем вот с финансированием, из-за чего может, допустим, остановиться работа или вообще перенестись на другой срок? Если мероприятия проходят в полном соответствии, как они должны проходить, то есть если есть проектно-сметная документация, если она согласована и утверждена компетентными органами, если она прошла экспертизу, то все финансовые средства поступают вовремя, и все мероприятия финансируются в полном объеме. В частности, выплачиваются авансы, как это предусмотрено контрактами. И, в принципе, на сегодняшний день, в частности, за первый квартал текущего года и апрель месяц поступило денежных средств на сумму 702 миллиона рублей, что составляет 25% от текущего запланированного финансирования, которое, напоминаю, составляет 4,7 миллиарда вот на инвестпрограмму. Вот, соответственно, стороны сегодня, вернее вчера на пленарном заседании еще раз подтвердили, что все те мероприятия, которые были запланированы, они выполняются в надлежащий срок, с надлежащим качеством. Особо вчера председатель российской части межправкомиссии Александр Геннадьевич Клопонин подчеркнул, что организация с целым выполнения инвестпрограммы находится на высоком уровне, что, конечно, очень приятно, потому что мы все стараемся все делать вовремя, качественно и на надлежащий срок. Будет ли расширяться инвестпрограмма? Или вот то, что забито до 2017 года, это ничего не будет меняться? То, что 15-17 года, она утверждена на федеральном уровне в Российской Федерации. Естественно, что она гарантирована. Я не располагаю информацией, что какие-то изменения в большую или меньшую сторону планируются вот именно
в этих временных рамках. Скажите, а как определялись приоритеты? Что в первую очередь нужно, на что финансировать, куда отправлять деньги в первую очередь? Программа, она согласована, естественно, то есть там те мероприятия, которые запланированы, они интересны в первую очередь нам, потому что это наша страна, наши граждане, наши проблемы, так сказать. Но в целом российские коллеги, чтобы просто было понятно, они всегда идут навстречу нашим каким-то желаниям, которые отвечают двум основным критериям. То есть первое – это вообще их возможность осуществления, и второе – это соответствие требованиям законодательства Российской Федерации. Вот если эти требования соблюдаются, то в принципе все, что мы для себя планируем, все нам удается согласовывать, потому что, еще раз хочу подчеркнуть, что очень конструктивно и в доброжелательной, хорошей рабочей атмосфере проходит наша совместная работа. Те планы и задачи, которые ставятся нашим руководством, Министерство экономики, Министерство финансов, Управление капитального строительства и прочие органы, которые работают в рамках реализации программы, они выполняются на надлежащие сроки. Более или менее, естественно, потому что всегда возникают разные трудности. Хотела узнать, всегда ли абхазская сторона вовремя предоставляет там проектно-сметные документации, какие-то, не знаю, пояснительные, процедурные вопросы российской стороне, чтобы все проекты начинались вовремя? Предусмотрен, опять же, большой объем работы. Опять же, там 184 объекта – это достаточно большое количество, но по моей информации мы уже согласовали большую часть. Уже большая часть средств, согласованных к финансированию, должна поступить. И нам премьер-министр поставил четкую задачу успеть до конца года полностью все, что было согласовано, реализовать. Вот мы стараемся это делать. Могли бы вы озвучить конкретные цифры финансовой российской помощи в 2015, 2016 и 2017 годах? Да, конечно. На 2015 год уже было перечислено и освоено нами 450 миллионов рублей. В основном это, опять же, авансовые платежи, разработка проектно-сметной документации. Такая была подготовительная работа. В 2016 год уже один из основных, там наиболее крупный объем, это 4,7 миллиардов рублей. И на 2017 год предусмотрено около 4 миллиардов также на освоение. Что касается непосредственно прямых ассигнований федерального бюджета Российской Федерации на 2016 год, там, конечно, сумма выше, но за счет того, что еще около 3 миллиардов – это та финансовая помощь, которая осваивается на текущее финансирование заработной платы и социальных пособий гражданам Министерством финансов Республики Абхазия. В целом, объем денежных средств в 2016 году, который поступит из Российской Федерации в рамках финансовой помощи, это 7 миллиардов 767 миллионов рублей. Министерство экономики отвечает за инвестпрограмму, так я понимаю. Да, мы именно уполномоченный орган в рамках реализации инвестпрограммы. Да. Еще вторая часть российской финансовой помощи занимается Министерство финансов. Это уже на текущее финансирование расходов, на повышение зарплат, социальных пособий и прочего. Скажите, Хлопонин говорил о том, что уже пора задумываться о том, какие проекты будут после 2017 года реализовываться. Задумывается ли об этом Министерство экономики наше? Конечно, в обычном рабочем режиме такие вопросы прорабатываются, но сейчас мы сосредоточены, конечно, большей частью на том, чтобы все успеть вовремя реализовать текущие планы. Спасибо, Батал Джамалович, за интересное интервью. Всего вам доброго. Спасибо вам. Всего доброго. Я напоминаю вам, что в студии событий недели был замминистра экономики Абхазии Батал Тарба. А теперь о новостях субботы. На Сухумском стадионе «Динамо», который был построен в рамках инвестиционной программы по развитию республики с привлечением бюджетных средств России, состоялся товарищеский футбольный матч между командами российской и абхазской частями межправкомиссии. Сария Смыр расскажет подробности. В товарищеском матче со стороны Абхазии приняли участие представители различных министерств и ведомств. Инициатором футбольного матча стал Александр Хлопонин, возглавляющий российскую часть межправкомиссии. Более того, он сам принял участие в игре. Уже после первого тайма заместитель председателя правительства России рассказал абхазским журналистам о рабочем визите межправкомиссии в Абхазию. Сегодня мы еще по итогам футбольного матча у нас посидим, поговорим вместе с представителем правительства. Еще раз состыкуем, скронируем наши планы на ближайшее время. У нас уже в конце июня, в июле мы должны еще раз собраться уже на территории Российской Федерации. Еще раз доработать все документы, материалы, которые необходимы. И мы все время, вчера говорил, думаем все-таки о стратегических якорных проектах здесь на территории Абхазии, которые надо начинать реализовывать.
Дружественный матч между двумя государствами действительно получился зрелищным. Опасные моменты у ворот обеих команд возникали на протяжении всей игры. Зрители с интересом и волнением следили за каждым ходом мяча. По словам премьер-министра Абхазии Артура Микваби, в таком формате общение межправкомиссии проходит впервые. Играют люди себе в радость. Сейчас хорошая погода. Вчера поработали хорошо. А сегодня пришли. В такую погоду грех не поиграть в футбол тоже. Игра объединила и принесла положительные эмоции всем участникам матча. А то, что абхазская команда сегодня оказалась слабее своих соперников, еще один повод подготовиться к следующему товарищескому матчу как можно лучше. Спорт, он всегда объединяет людей. В принципе, мы и так, в общем-то, дружим и сотрудничаем очень тесно и контактно, но футбол еще приносит какие-то определенные эмоции, положительные в первую очередь. Вы сегодня видели, не было ни одной травмы. Ну, конечно, абхазская команда сегодня не была особо готова, поэтому проиграла. Но я очень надеюсь, что в скором времени мы сможем сыграть еще не один футбольный матч. После завершения увлекательного матча команде победителей вручили памятные шоколадные медали. Далее дружественные команды сделали совместное фото на память. Сария Смыр, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение. Еще один матч прошел на республиканском стадионе «Динамо». Турнир по мини-футболу, посвященный памяти друзей. Инициативу проведения такого матча проявила группа молодых людей в память о своих друзьях, трагически ушедших из жизни в последние годы. Все они были любителями футбола, и этой игрой участники турнира почтили их память. Поддержку в организации матча оказал городской комитет по делам молодежи и спорту. В субботу, 30 апреля, абхазские паломники покинули Иерусалим, чтобы привезти на Пасху в нашу страну благодатный огонь. После схождения благодатного огня в храме гроба Господня паломники вернулись на чартерном рейсе в Сочи, откуда привезли священный огонь в кафедральный собор Сухума. Поездку абхазских паломников организовал духовно-нравственный фонд имени святого апостола Симона Канонита и святого мученика Евстафия Апсильского при поддержке республиканской общественной организации «Апсадгил». 30 апреля в 9 часов вечера в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы состоится богослужение, которое будет вести исполняющий обязанности управляющего Абхазской православной церкви отец Виссарион Аплия. В 11 часов вечера начнется пасхальная полуношница. После полуночи в воскресенье 1 мая состоится крестный ход, затем пасхальная заутренняя, по окончании которой пройдет церемония освящения куличей и других приношений. Торжественное богослужение будет транслироваться в прямом эфире на нашем канале. Мы поздравляем всех христиан Абхазии с наступлением Пасхи, желаем мира и благополучия вашим семьям. На сегодня это все. До встречи в эфире. Всего вам доброго.